Глава 30. Неизбежность расплаты. Приближение третье. Уровень субэтноса. Социум и этнос в 1382 году. Издавна бытует мнение, что набег Тохтамыша был вызван стремлением Дмитрия Донского освободить русскую землю от татарского ига, чему якобы предусмотрительный Тохтамыш воспрепятствовал. Кто был автором этой версии, теперь сказать трудно. Да, пожалуй, уже и не нужно. Ее столько раз повторяли, что все историки в нее поверили. Если Дмитрий действительно хотел избавиться от татар, то зачем ему было подавлять мятежника Мамая? Было бы целесообразно оставить его наедине с Тохтамышем и позволить им ослабить друг друга. Затем, готовя отложение от Орды, ему следовало держать войско наготове, а не распускать накормление по деревням. Не мешало бы снабдить столицу гарнизоном, да и разведку надо бы мобилизовать. Но ведь ничего этого сделано не было. Наоборот, в Москве царило благодушие, и нападение было полной неожиданностью. А если бы Дмитрий Донской действительно собрался изменить Тохтамышу, то действия последнего были бы морально оправданы. Заслужил ли хан Синей Орды венок миротворца, предотвратившего неизбежную войну, выгодную только Литве? Еще можно допустить, что хана использовали враги Москвы, но и в этом случае ответственность с него не снимается. Надо соображать, кто друг и союзник, а кто интриган. Прежние ханы это умели, и поступки их были мотивированы. Наконец, от кого бежали митрополиты княгини с детьми? Оказывается, от своих сограждан, которые их перед отъездом ограбили и оскорбили. Это уже не этническая коллизия, а социальная трагедия, которую ни Дмитрий, ни Тохтамыш предусмотреть не могли. В то время Москва была третьим после Новгорода и Пскова городом России. Из разросшейся княжеской усадьбы она превратилась в торгово-ремесленный центр, но наиболее активной частью населения в ней были княжеские и боярские холопы. В феодальном обществе холопы столь же необходимы, как и их господа. Они составляют единую систему. Не все холопы работали до изнурения и носили отрепья. Многие ездили за боярином в роскошных кафтанах, на аргамаках, с саблями и бердышами. Неволя для них была способом пропитания и очень неплохим. Не хуже жилось и дворне. Те ели ту же пищу, что и бояре, а их дочери донашивали сарафаны боярышень. Но купленные друзья всегда ненадежны, и принудительное сожительство тягостно. Обиды неизбежны в быту накапливались и ждали выхода, который вдруг объявился. С приходом татар, в отсутствие бояр, социальная система упростилась. Холопы получили доступ к заветным винам и стоялым медам, соблазнились сами и поделились с мастеровыми хамовников, бронных, хлебных и скатертных переулков. Фактическая власть в городе перешла в руки пьяной толпы. Но, к сожалению, эти новые хозяева Москвы были не искушены в военном деле и в дипломатии, а ведь то и другое требует профессиональных навыков. Вот и результат. Сгоревший город и 24 тысячи трупов, тогда как при наличии боевых командиров легко было отстоять Москву и отогнать татар. Не всякое социальное движение дает положительный результат, и не всегда оно уместно. Но предусмотреть, а тем более предотвратить его, бывает невозможно. Так возникают зигзаги истории, погашаемые статистической закономерностью этногенеза. Сила и слабость татарского хана. В отличие от аристократических королевств Западной Европы и бюрократических империй Китая, степные улусы существовали как военные демократии. Хан избирался на Курултае, и власть его была пропорциональна его популярности. По сути дела, хан был не царем, а пожизненным президентом, с той лишь разницей, что он не переизбирался, ибо уступить престол мог только вместе с жизнью. Так осуществлялась ответственность власти перед обществом. Окружавшие хана беки имели более надежную опору в своих дружинах. Нукеры, буквально товарищи, сравнить с французским «le comte», верно служили уважаемому им начальнику. По сути дела, каждая дружина была маленькой консорцией. Хан пользовался тем, что беки, которых в Средней Азии называли эмирами, постоянно соперничали друг с другом и предпочитали иметь малосильного правителя, иногда даже фиктивного.
Так Тимур, уже сосредоточив в своих руках фактическую власть, держал при себе хана из потомков Джагатая, хранителя Ясы. В этом-то и крылось принципиальное различие между древним и новым порядком. Чингис сумел использовать пассионарную элиту для объединения всего монгольского народа в единую сложную систему, ведь люди длинной воли были родственниками аратов, служивших под их знаменами. Это было возможно при высоком пассионарном напряжении в фазе подъема, когда каждый член системы исполнял свою функцию и рисковал жизнью за общее дело. Но за 200 лет количество пассионариев в улусе Джучиевом сократилось, а субпассионарии в мирных условиях размножались. Они стали диктовать свой стиль поведения и бекам, и самому хану, а противопоставить им было нечего. Бедный Тохтамыш. Сев на престол Золотой Орды, он оказался на должности выше уровня его компетентности. При этом он не представлял себе всех трудностей, с которыми было связано управление полиэтничной страной, и не отдавал себе отчета в том, что ему грозит и что ему необходимо для спасения. Тохтамыш полагал, что, став во главе огромного улуса, он уже проявил талант правителя, хотя на престол его привели стечение обстоятельств и поддержка Тимура, врага его соплеменников. Победа над Мамаем им не была одержана, потому что битвы не было. Да она и не нужна была, так как Мамай лишился войска, покинувшего мятежника ради законного хана, традиции Чингиса и чингисидов. Свою личную отвагу и стойкость Тохтамыш счел достаточным для того, чтобы царствовать в чужих странах, в Поволжье и на Иртыше, и принимать решения, не обдумывая их. Вследствие этого он стал игрушкой в руках своих беков, которые были не умнее его и столь же необразованны. Большая часть их была не мусульмане, а язычники, и трудно сказать, был ли мусульманином сам Тохтамыш. Это важно не потому, что вера меняет характер человека, чего иногда и не случается, а потому что приобщение к той или иной культуре расширяет кругозор правителя и помогает ему в решении политических задач, особенно тех, о существовании коих он ранее даже не подозревал. Короче говоря, Тохтамышу крайне навредил его воинствующий провинциализм, вследствие которого он, выйдя за пределы Западной Сибири, наделал столько глупостей, что в конце концов потерял и власть, и жизнь. Вспомним, как осторожно вели себя по отношению к Руси ханы Золотой Орды. Сын Батыя Сартак побратался с Александром Невским и в 1252 году обеспечил ему великое княжение Владимирское. В 1269 году внук Батыя Менгу-Тимур прислал в Новгород войско для отражения ливонских рыцарей. Причем одной военной демонстрации было достаточно для заключения мира по всей воле новгородской. Тахта дружил с Михаилом Ярославичем Тверским, Узбек с Иваном Даниловичем Московским, а Джанибек и его мать Тайдула покровительствовали митрополиту Алексею. Во время Великой Замятни Русь легко могла оторваться от Золотой Орды, но даже попытки к тому не сделала. В 1371 году Мамай при личном свидании выдал Дмитрию Московскому ярлык на Великое княжение, а через 2 года опустошил владения Олега Рязанского, противника Москвы. Казалось, что союз крепок, так как он был основан на взаимовыгодной обороне от набирающей силу агрессивной Литвы. Ни Тверь, ни Рязань не имели сил для того, чтобы нарушить русскую системную целостность. Но Суздальско-Нижегородское княжество, опиравшееся на купеческие города на Волге, сопротивлялось политической линии Москвы. Именно архиепископ Суздальский Дионисий спровоцировал русско-татарский конфликт в 1374 году. Он не пожалел даже нижегородцев, ибо не мог рассчитывать на то, что за предательство не последует карательный поход татар, а тогда жертвами станут его прихожане. Это в 1377 году и толкнуло русских на союз с Тохтамышем и на страшное побоище на Куликовом поле, очистившее хану Синьярды дорогу на престол Сарая. Социальное развитие в азиатской части улуса Джучиева шло особым путем. Впрочем, назвать жизнь в Белой и Синей Орде развитием можно только условно. Монгольская капля в Кыпчакском море растворилась почти без следа. Осталась только династия, которая была принята населением без сопротивления, так как забайкальские и сибирские кочевники не видели друг в друге чужаков. Быт, одежда, нравы и демонология, игравшая роль религии, у тех и других были сходны. Пассионарность этой смеси была невысока,
но уровни напряжения, близкие к гомеостазу, наиболее устойчивы. Традиция подсказывала сибирским кочевникам задачу сохранения границ своего улуса и неприятия чуждых культур, в том числе мусульманской, которую ввел хан Узбек в 1312 году в угоду горожанам купеческого Поволжья. Но мусульманские обычаи в степи соблюдались крайне вяло. Друзья и враги Синей Орды. Существует и весьма распространено мнение, что расширение какого-либо государства связано с его экономическим или социальным подъемом. Однако часто бывает, что причина расширения в ослаблении соседей этого государства, тогда как само оно находится в состоянии этнического гомеостаза и социальной стабильности. В обоих случаях соотношение сил меняется одинаково, и не абсолютные величины, а именно их соотношение определяет успехи или неудачи в длительных войнах, как характерных проявлениях этнических и особенно суперэтнических контактов. Синяя Орда была слабой державой с редким населением и экстенсивным хозяйством. 100 лет она существовала благополучно, будучи прикрыта с запада Золотой Ордой, а с востока Белой. Когда же обе эти державы истратили запас пассионарности, переданный им монгольскими каанами, то Синяя Орда оказалась наименее слабой и овладела Поволжьем и берегами Иртыша. Но даже при этом Тохтамыш был вынужден прибегнуть к помощи Тимура и князя Дмитрия, которым он должен бы быть благодарен. Но обстоятельства вынудили его к другому. Ради союза с Суздальско-Нижегородскими князьями он совершил легкомысленный набег на Москву в 1382 году, а затем в 1383 году овладел Хорезмом только для того, чтобы тут же его потерять. Зато он приобрел разочарованного вассала в Москве и неумолимого врага в Кеше, Шахрисябзе, эмира Тимура, уже ставшего правителем Джагатайского улуса. Как ни странно, в 80-х годах XIV века в Азии воскресла политическая коллизия XIII века. Против монгольского улуса почти одновременно выступили Китай, обновленный династией Мин, и идейный наследник харизмийского султаната Тимур. Но противники их Таглук-Темур в Монголии и Тохтамыш в Сибири были эпигонами Чингисхана и его соратников. Несмотря на личную храбрость обоих ханов, беков и нухуров, их этносы не обладали тем высоким пассионарным напряжением, которое позволило монголам XIII века не только отстоять свою жизнь и свободу, но и одержать победы, удивившие мир. Лучшие потомки людей длинной воли погибли в междоусобной войне 1259-1304 годов, а уцелевшие перестали быть степняками. Они предпочли древней традиции обаяния высокой мусульманской культуры и оплодотворили ее, пожертвовав собой в борьбе со своими собратьями, которые уже казались им отсталыми и дикими. Именно это отчуждение позволило потомкам монголов объединиться с тюрками и таджиками, хотя создание такой химеры стоило всему Ближнему Востоку много крови. Тем не менее, регенерация суперэтноса была осуществлена, и роскошная культура тимуридов просуществовала в Средней Азии до XVI века, а в Индии до XVIII века. Неотвращенная, да и неотвратимая война, начавшись в 1383 году, тянулась 15 лет. Тохтамыш после поражения пропал без вести. Тимур надорвался и вскоре умер. Воины обеих сторон проявили подлинный героизм, превзойдя мужеством литовских, польских и немецких рыцарей, с коими столкнулись в 1399 году. А выиграла в этой резне Русь, получившая возможность превратиться в Россию. А могли ли события пойти по-иному? Могла ли Синяя Орда устоять против ветеранов Тимура и уберечь своих жен и детей от горькой неволи на чужбине? Такие вопросы ставить не принято. Ну а все-таки что было бы? Надо полагать, что исход войны не был предрешен. Тохтамышу не хватило верных союзников, которые были, но которых он оттолкнул от себя. Но зачем ему было требовать наследника московского престола Василия Дмитриевича в заложники в 1383 году, сразу после разгрома Москвы? По крупному счету Литва была естественным противником и Руси, и Орды. Ягайло в 1380 году шел на поддержку Мамая, а в 1381 году предательски убил своего дядю Кейстута и бросил в тюрьму своего двоюродного брата Витовта.
Витовт сумел убежать, переодевшись в женское платье, чем обрек на мучительную смерть спасшую его девушку. Достойны ли доверия такие люди? А в 1391 году Тохтамыш искал в Литве укрытия и помощи. И то же он повторил в 1399 году. Но разве могли православные русичи ему доверять? Впрочем, у Тохтамыша была своя партия на Руси. Это были суздальские князья, набиравшие дружины на деньги нижегородских купцов, которым был дорог торговый путь по Волге, а не русская земля. Эти не успели предать хана, так как раньше были преданы своими боярами. Нет, если общий ход этногенеза запрограммирован, то это не значит, что правитель может быть глупым и безответственным. Пусть из-за ошибок возникают только зигзаги, современникам событий от этого не легче. Пассионарный перегрев и совесть. Победа над Мамаем одинаково возвысила Дмитрия и Тохтамыша, но не суздальских князей Василия, Семена и их дядю Бориса Константиновича, а следовательно и не их окружение, богатых поволжских купцов, весьма умных и энергичных. Недаром такой тонкий исследователь, как Комарович, называл суздальско-нижегородских князей русские Медичи и кондотьеры. Военно-монашеская Москва была им ненавистна, и социальные противоречия сплелись с субэтническими, что немедленно повлекло за собой политические акции. Подробности политической интриги не попали, да и не могли попасть в летописи. Иначе интрига не была бы тайной, а следовательно не достигла бы успеха. Но логика событий говорит сама за себя. Татаро-московский конфликт был снова спровоцирован, причем хитрые нижегородцы использовали доверчивость Тохтамыша. Набег на Москву удался исключительно благодаря фактору внезапности и неподготовленности Дмитрия Донского к удару со стороны естественного союзника, которому самому война была невыгодна. Известно лишь, что суздальцы обвинили Дмитрия и Олега в тайных сношениях с Литвой. Но что это была ложь, Тохтамыш не понял. Кто виновник провокации? Архиепископ или князья? Неясно. Возможно, они все. Повторение трагедии 1374 года, убийство послов по наущению Дионисия, в 1382 году, обман москвичей суздальцами, настолько разительно, что здесь, несомненно, один почерк. Да и цель преступления, ибо провокация с кровавыми жертвами – преступление, очевидна. Борис Константинович вокняжился в Нижнем Новгороде, стал приближенным хана Тохтамыша и даже получил от него ярлык на Великое княжение. А Дионисий Суздальский в 1383 году, использовав опалу митрополита Киприана, отправился в Константинополь и был посвящен в митрополиты. Слишком удачная поездка его погубила, ибо это было искушение властью. Дионисий поехал домой не обычным путем, через Азовское море и Дон, а через Днепр, и, соответственно, остановился в Киеве. Там он был арестован литовским князем-наместником Витовта, посажен в тюрьму, откуда не вышел. Что его заставило изменить маршрут? Очевидно, на Дону его подстерегала большая опасность, о которой он знал. Это могли быть родственники Сарайки, посла, погубленного Дионисием в Нижнем Новгороде. За 9 лет память об этом событии не умерла, а Дионисий знал, что татары предательства не прощают. Поэтому он рискнул и проиграл, ибо литовцы руководились не эмоциями, а государственной необходимостью. Покровитель Дионисия, князь Борис Константинович, был женат на дочери Альгерда, но и это не помогло. Так все вернулось к исходному положению. В Литве правил церковью выгнанный из Москвы Киприан, в Москву вернулся из Чухломы Пимен, а фактическим церковным авторитетом был скромный монах Сергий Радонежский. И события потекли по своему руслу, смывая кровавый зигзаг истории. Но если перейти с персонального уровня на популяционный, то напрашивается очень любопытный вывод. Население русской земли в последние годы жизни Дмитрия Донского еще не представляло собой этнической целостности. А ведь Куликовская битва уже была в прошлом. Наоборот, русские люди от князей до холопов искали себе друзей и помощников на стороне,
норовя заключить союз то с татарами, то с литовцами, то с поляками, то с немцами и шведами. Да и внутренние войны носили характер безжалостных расправ. Московские войска не раз положили Рязанскую землю пусту, а каково ее было потом восстанавливать? В Смоленске шла борьба партий. Одну поддерживал Витовт, а другую – Олег Рязанский. Побежденным пощады не давали. Тверь была зажата в тиски и уже не претендовала на самостоятельность. Зато Новгородская республика выделилась в независимое государство. Вся древняя русская земля стала литовской, но наибольшая опасность для Москвы была в маленьком Суздале и его богатом пригороде Нижнем Новгороде. Распад Золотой Орды, отношения с которой были налажены благодаря митрополиту Алексею и ханше Тайдуле, дал победу Синей Орде, а хан Тохтамыш благоволил к суздальскому князю, хотя не порывал отношений с Москвой. Положение было сверхострым, но судьбы мира сего быстротечны. Жребий был брошен в 1383 году, когда свое слово сказал железный хромец Тимур.